«Вассама абина» и сделал небо крышей, кровлей. «Ваанзаля минас-самаи ма'ан фаахраджа бихи минас-самарати ризкан лакум». И ниспослал с небес воду и вывел ею пропитание для вас, удел для вас. И здесь под небесами подразумевается облака, то есть ниспослал для вас с небес воду, ниспослал для вас дождь с небес. И это является огромной милостью Аллаха, потому что на этой земле жизнь тесно связана с водой. И может быть мы не относимся так к ней и не понимаем, насколько это является милостью Аллаха к нам, так как она у нас есть в том количестве, которое нам необходимо. Однако человек понимает ту или иную вещь, что она являлась милостью Аллаха, тогда, когда он теряет ее. И те люди, у которых нет этой воды, вот они понимают, что это за милость Аллаха, чтобы Аллах не спасал дождь. Есть страны, в которых, как у нас, не выпадают обильные дожди. И Аллах не спаслал, Он говорит: «Ваанзаля минас-самаи ма'ан фаахраджа бихи минас-самарати ризкан лакум». И вывел для вас из нее плоды. То есть Аллах Всевышний не спасает нам дождь. И этот дождь сохраняется, либо его впитывает в себя растения, и потом вырастают эти растения. То есть сами растения нуждаются, а нам необходимы эти растения. Или эта вода попала в реки или наполнена какие-то водоемы и озера, и люди потом ее используют. И это является милостью Аллаха. Или эта вода впиталась в землю и сохранилась где-то в подземных источниках. И это тоже является милостью Аллаха для нас. И если этой воды не будет, жизнь человеческая очень трудной становится. Так братья, которые ездили в Африку для того, чтобы какую-то помощь им оказать, рассказывали, что там такие земли, что для того, чтобы вырыть колодец, у нас колодец со скольки метров походит? 10-20 метров, если копать, выйдет колодец воды. Там нужно копать до 500 метров, чтобы появилась вода. И они рассказывали, что есть поселения, в которых нету колодцев на каждом месте. Есть поселение, ближайший колодец от него находится в 5 километрах. И люди находятся, очень тяжело там живут. И представь, ты человек, сколько ты воды используешь в течение дня? И естественно, люди, колодец которых находится в 5 километрах от их дома, наверное, туда пешком ходят за этой водой. Сколько ты сможешь с собой воды принести за один раз? То есть некоторые вещи Аллах дает нам милости, но мы сами не ощущаем, что это милость Аллаха из-за того, что мы настолько привыкли к этой милости. Если Аллах не будет посылать дождь на эту землю, что с ней будет происходить? Как в хадисе о приходе Даджаля сказано, что Аллах скажет за 3 года до прихода Даджаля небесам, чтобы они удержали 1/3 дождя. И скажет земле, чтобы она удержала 1/3 растений. Если 1/3 дождя, который выпадает в мире, перестанет выпадать, и 1/3 растений, урожая 1/3 не вырастет, представляете, что начнется в мире? Дефицит начнется. И на 2-й год скажет небесам, чтобы они удержали 2/3 дождя, а земле, чтобы она удержала 2/3 растений. То есть это огромная милость Аллаха.